Здесь у нас находится молодая мама с ягнятами. Малыши познакомились со своей мамой всего 15 дней назад. На свет ягнята появились прямо здесь. Роды прошли легко. Хорошо себя чувствует как новоиспеченная родительница, так и ее детеныши. Правда, периодически семье приходится на время расставаться. Держите ее. Во время разлуки с мамой детеныши находятся в надежных руках. Будущие фермеры забирают ягнят на медосмотр, проверяют волосяной покров, измеряют давление и пульс. Какое у нее сердцебиение? Учащенно, так как стрессовая ситуация здесь. Так как мы привели животное и изучаем, она немножечко боится, и у нее сердцебиение учащенное. Ягнята весят по 9 килограммов. Внешне они абсолютно одинаковые, но студенты научились различать их по голосу. Один блеет коротко и громко, а другой долго и будто мелодично. Появление на свет двойняшек стало для будущих фермеров приятным сюрпризом. У овец это встречается крайне редко, потому что в основном в помете они приносят один, редко два ягненка. Очень редко бывает, когда 3 ягненка бывает. У нас такое счастье случилось. Такого счастья у студентов полный виварий. В распоряжении будущих фермеров петухи, кролики, хомячки, а еще лошади и коровы. Это своего рода мини-ферма. Здесь животные едят, спят, живут полноценной жизнью. Тут практически все виды домашних животных. Они помогают студентам получать практические навыки. Вот у меня в руках кролик-альбинос. Он весь белый и даже с красными глазами. Но больше всего времени сейчас студенты проводят именно с ягнятами. Кстати, малыши пока безымянные. Чтобы не ошибиться с кличками, студенты просят помощи уфимцев. Вы можете присылать свои предложения на почту Аграрного университета, которую видите на экранах. Затем молодые фермеры выберут самые оригинальные прозвища и присвоят их ягнятам-двойняшкам. Гульнара Сидикова, Эдуард Якушев, Столичные новости.